Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншаллах, начнем наш урок после дуа. Бисмилlah, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлул уқдатам мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ва анфa'на бима 'алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким. После этого, иншаллах, мы начнем наш урок в Исламском университете Украины онлайн режиме. Урок у нас был из книги «Недуги сердца». Мы дошли, глава 4, «Страсть» называется тема у нас. Об этом, иншаллах, будем рассказывать и читать. Введение тут говорит он: хвала Аллаху, Господа миров, мир и благословение благороднейшему из посланников нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Страсть и ее влияние на человеческую жизнь. Животрепещущая и очень важная тема для каждого мусульманина и мусульманки, особенно в наше время, когда вокруг столько возбудителей страсти и влияния ее приобрело невиданные доселе масштабы. Что же такое страсть и для чего она создана? Человек должен задуматься, не просто идти за страстями. Аллах создал, субхану ва та'аля, человеку страсть. Есть варианты, как говорится, исполнить свою страсть. Халяльные варианты, есть харамные варианты. То есть дозволенные и запрещенные варианты. Аллах создал эту страсть для того, чтобы нас испытать. И разных видов бывает страстей. Иншаллах, об этом мы будем рассказывать. Что же такое страсть и для чего она создана? И каковы причины появления запретной страсти? И как излечиться от запретной страсти? На эти вопросы мы ответим в данной главе. О Аллах, обеспечь нас дозволенным так, чтобы нам не было необходимости обращаться к запретному. И помоги нам стремиться к покорности Тебе, но не стремиться к ослушанию Тебя. И одари нас милостью Своей так, чтобы мы не нуждались ни в ком, кроме Тебя. И мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, его семье и всем его сподвижникам. Определение теперь страсти. Аль-Фейруз Абади называет, такой ученый-языковед, сказал он: питать страсть к чему? К чему-то значит любить это, испытывать тягу к нему. Питать страсть к чему-то значит любить это и испытывать тягу к нему. Как, допустим, Аллах сделал страсть любить, допустим, имущество, или любить, допустим, женщин, или любить, скажем, золото, серебро и тому подобное. Это является тоже страстью людей. Или любить власть, допустим. Об этом все, иншаллах, будем рассказывать. Слово «страсть» шахва называется в арабском языке, имеет несколько значений. Ниже перечислены основы из них, то есть основные из них. Это врожденное инстинктивное чувство. Инстинктивное чувство, которое Аллах заложил в человека для достижения возвышенных и благородных целей. Аллах это заложил в человеке, создал Аллах в человеке. Но, однако, Аллах сделал для этого человека халяльные варианты. И это взаимное притяжение, половое влечение, допустим, которое ощущает мужчина и женщина. Страстью также называют сильное влечение к чему-либо. Это тоже называется страсть. Страсть как мужчин и женщин бывает. Для чего создана страсть? Ибн Таймия сказал: поистине Аллах сотворил в нас страсти и влечение для того, чтобы они помогали нам в достижении того, что нам необходимо. Он создал нас влечение к пище и способность получать удовольствие от нее. То есть о еде он теперь говорит. Это само по себе милость, благодаря которой сохраняется что? Наши тела в этом мире. Если мы питаемся,
то сохраняются наши тела в этом мире. Также и страсть и удовольствие, испытываемые от половой близости. Они милость, поскольку их посредством сохраняется род человеческий. И если эта сила используется для исполнения того, что повелел нам Аллах, то это счастье для нас в этом мире и в мире вечном. В этом случае мы одни из тех, кого Аллах одарил милостью своей. И если же мы станем неправильно использовать эти страсти и потреблять скверное или приобретать пропитание скверным путем, например, путем притеснения других, или будем допускать чрезмерность, допустим, или же мы будем избирать себе объекты удовлетворения страсти помимо жен и тех, кем овладели наши десницы, то окажемся несправедливыми притеснителями, приступающими границы дозволенного и не благодарящими его за его милости. Книги Истикама называется, книга Ибн Таймия, в этом он и раскладывает это. Про страсть он говорит. И также страсть теперь дальше, следовательно, сама по себе страсть непорицаемая. Она бывает порицаемая тогда, когда ее исполняет неправильно. То есть страсть идти, как говорится, к власти. Страсть идти, большинство это понимается, как говорится, да, женщины, имущество, богатство, власть. Люди, большинство его исказили. Хорошо? То есть это нехорошее дело, то, что исказили люди. И так дальше, если она используется для благого и дозволенного, тогда она благо. А в противном случае она становится злом. То есть деньги, золото, серебро, деньги, женщина, кони, власть, это все, если, смотрите, она используется для благого и дозволенного, тогда она благо, а в противном случае она становится злом. Сегодня люди понимают все так, как люди пользуются. Большинство людей пользуются неправильным путем, получается, неправильные методы. Что касается имуществом, богатством, или женщинами, или конницей. Пророк Сулейман, как мы знаем из истории пророка Сулеймана, когда его отвлекло, его кони отвлекли его от намаза асра, что он сделал? Зарезал своих коней, то есть убрал он их, сделал из них мясо и раздал бедным, чтобы его не отвлекло его богатство, его кони, чтобы его не отвлекли от поминания Аллаха, от намаза. Представляешь, если это власть, допустим, которая тебя отвлекает от поминания Аллаха, от установления Его справедливости, Его закона у себя, в доме своем, вокруг себя и дальше, в меру возможности. Если тебя отвлекает, знай, что ты должен уйти подальше. Если твоя жена тебя отвлекает, от поминания Аллаха, если жена твоя и дети твои тебя сбивают от поминания Аллаха, ну, конечно, от детей-то не откажешься, это твои дети, ты должен заботиться. Если твоя жена или твой муж тебя отвлекает от поминания Аллаха, он тебе не делает напоминания, он тебя не воспитывает в имане, в исламе. Наоборот, он тебя делает нечестивой женщиной, порочной женщиной. Он, наоборот, тебе говорит: убери хиджаб, не одевайся в хиджаб. Или он тебе говорит, допустим, твой муж: не делай поминания Аллаха. Или, допустим, другое: не учи единобожие, не учи иман, ислам. И так далее. Будь это намаз, хиджаб и так далее. Тогда как пророк Сулейман, алейхиссалату вассалам, он-то зарезал свое имущество, это его богатство было, кони были. Он зарезал, когда он отказался от них ради Аллаха, для того, чтобы поминать Аллаха в свое время, чтобы в следующий раз не пропускать аср намаз. Не пропускать аср намаз, не быть беспечным, что он сделал? Зарезал и раздал мясо бедным. После этого Аллах ему даровал, чтобы
Переезжать с одного места на другое нужно было пророку Сулейману кони. Однако Аллах ему заменил лучшим. Чем Аллах заменил? Аллах ему подчинил ветер. Ветер его поднимал. И также он переезжал, куда ему нужно было, он приказывал ветру. Когда заменяет, как говорится, да, более слабые, когда тебя отвлекает от поминания Аллаха, Аллах, иншаллах, нам заменит на лучшее. И поэтому, следовательно, сама по себе страсть непорицаемая. Кони сами по себе непорицаемые. Но если они тебя отвлекают от поминания Аллаха, как мы сказали, жена, муж, дети, твой бизнес, твоя работа. Если твоя работа тебя отвлекает от поминания Аллаха. Некоторые спрашивают: шейх, мне не разрешает молиться 5 раз в день. Там, на работе. Можно ли мне якобы, да, намаз дома сделать? Все намазы за 1 раз. Ты лучше поменяй свою работу. Или, быть может, поменяй свою местность. Найдешь более лучшую работу. Поминание Аллаха — это лучше твоей работы. Аллах тебе заменит лучшим, иншаллах. И дальше, если она используется для благого и дозвольного, будь это власть, имущество, богатство, твоя работа, жена, дети, муж, тогда она благо. А в противном случае она становится злом. Если муж говорит: сними хиджаб, не молись, не делай намаз, откажись от этого мужа. Аллах по мудрости своей заложил в человека страсть и влечение, поскольку-нибудь их у человека, он бы не делал ничего для того, чтобы продолжить свой род. То есть человеку было бы трудно иметь отношения со своей женой, если не было этой страсти. Он бы не делал ничего для того, чтобы продолжить свой род. И многие цели шариата Всевышнего Аллаха были бы неосуществимыми. Поэтому то проницательный, сведущий заложил, то есть Аллах, проницательный, сведущий заложил в нас то, что побуждает нас к всему. То есть ко всему, что необходимо для нашего существования и для жизни, для нашего блага. Не будь человек и страсти, продолжение рода стало бы для него жестокой пыткой. То есть взять на себя ношу, взять себя кормить — это одно. Дальше жену, детей. Это было бы сложно человеку, если бы Аллах не разукрасил бы перед мужчинами их жен, их детей, их конницу, и богатство, золото и серебра. Если бы Аллах не заложил бы, Аллах не разукрасил бы для них, как в Коране это говорится, приведем иншаллах. Не будь человека страсти, продолжение рода стало бы для него жестокой пыткой, ведь ему пришлось бы принуждать себя к этому. Человек, мужчина, сколько он жертвует, смотрите, чтобы жениться, копит, он копит, и в конце концов женится этот мужчина. Потом эта жена, если нестабильная какая-то, скажем, аферистка она, получила колым, хороший колым, как некоторые женщины теперь, некоторые женщины, как аферистки себя ведут, требуют большой колым, выходят они замуж, живут они там, скажем, в лучшем случае неделю или месяц, замужество закончилось. И также в другом месте, и также в другом месте, продолжает она. Я знал одну, сколько, просто на пальцах уже, пальцев нету на руках. Она перешла, то есть прошла она, ищет она. Чего она ищет? Будущее она ищет, да? Ля хауля ва ля куввата илля билля. Она перешла границы. Она, непосредственно, эта женщина, не будем называть имя, под именем халяль, халяль же шейх развод, халяль развод, шейх никах халяль же, халяль никах, я не могу сделать харама. Но когда человек начинает перебарщивать, чрезмерствовать халяли, становится харамом, становится зульмом, берет тут колым, скажем, квартиру, машину и тому подобное. Есть такие аферистки. Будьте осторожны от таких женщин. Самый лучший брак, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, который легкий брак, заключается легко, не усложняя,
чтобы паре дальше легко было жить. Это самый лучший брак. Да, по ходу жизни можно сделать и другие подарки. Но женщины некоторые пользуются этим случаем, берут большие махры, и потом через неделю уходит и в другом месте появляется. Та же самая, как будто она в парке гуляет. К обычаям Всевышнего Аллаха в отношении творения относится испытание. Он испытывает их, как пожелает, и чем пожелает. Брак должен быть, или эти страсти должны быть ограничены, не перебарщивать халяли. Халяли, мы об этом рассказываем. Страсть должен быть, как говорится, в своих правилах должно быть. Это же халяль шейх, никах, халяль. Развод халяль. Но вышла замуж 1 раз, 2 раза, 3 раза. Но 10 раз не получается, так же не бывает. Что такое? Значит, легкомысленная женщина. Или вали ее отец, ее брат, ее родные, близкие. Значит, они легкомысленные. Или ее вали, опекун легкомысленный. Который вот так отдает он просто так замуж. Или ее учитель, я имею в виду еще воспитатель ее, которую она взяла себе валием, должен быть легкомысленным. Я не усложняю брак, валлахи не усложняю. Я, наоборот, облегчаю, как по шариату. Но, однако, извините, есть такие легкомысленные люди относятся. Сам по себе человек, мужчина и женщина, аурат друг другу. Аурат, нельзя видеть их. Именем Аллаха выходит, и потом очень легко уходит. Она недовольна. Ей не понравилось. Брак – это ответственность. Это брак, что Аллах сказал в Коране? Митакан гализа. Суровый договор, строгий договор. Таких договоров нету. Есть один договор у пророка вместе с Аллахом. У пророков с Аллахом есть договор суровый. Также брак есть суровый договор, Аллах сказал. Больше нету других договоров суровых. Ни в торговле, ни в бизнесе, ни в войне, ни в правительстве. Нету таких договоров, как между мужем и женой. Как можно нарушить суровый договор так легко, потому что женщине не понравилось там. Поэтому нужно 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. К обычаям Всевышнего Аллах в отношении творения относится испытания. Он испытывает их, как пожелает, и чем пожелает, с благородной и великой целью. Страсть, у всех у нас есть страсть, тоже испытание, позволяющее отделить покорного от грешника. Мужчина, который взял на себя ответственность, что будет он обеспечивать свою жену. И те, кто женится на 2 жен, он взял на себя ответственность. Он должен выход искать из положения. И жены тоже не должны бунтовать. Она поняла, за кого она выходит замуж. Она же совершеннолетняя. Она же разумная. Она же поняла, за кого выходит замуж. Тебя никто не заставлял насильно выходить замуж. Береги свой суровый договор. Страсть тоже испытание, позволяющее отделить покорного от грешника. Если этот муж покорен Аллаху, взял на себя ответственность обеспечивать свою семью. И также женщина сказала, когда выходит замуж: я беру на себя ответственность, что буду беречь свой брак. Женщина сказала, когда согласилась: я согласна выйти замуж. Тут уже взрослая жизнь, это не детские шутки. Брак – это суровый договор. Поэтому до того, как выйти замуж, я стараюсь все эти условия соблюдать и строго подходить. И правильно делать, облегчить брак. Но когда разрушает брак, моя методология, посланник Аллаха сказал: женщина, та, которая потребовала развода без шариатских причин, не зайдет в рай. А мне что, надо соглашаться с женщинами, те, которые звонят: шейх, почему ты не даешь развода? То есть как будто я женился на ней. Это неправильное поведение женщин. Спрашивают: я хочу развода, я его не люблю. По любви, что ли, делаются все браки, сказал Умар бин Хаттаб.
Но до того, как выйти замуж, рожала столько детей. Ну зачем, субханаллах, разрушать брак, да еще разрушать будущее детей? Эти дети желают родителей вместе. Поэтому я против изначально развода. Я не делаю харам развод. Просто смотрю, шариатские причины есть там или нет. Есть ли замена этому, допустим? Крыши над головой нету, говорит. Он же должен обеспечить, да. Но ему кто-то другой заменил эту крышу над головой. Будь это государство, будь или его родственники. Все. Он же должен обеспечить. Да, в основе он, но кто-то другой предоставил крышу над головой. Все, закрыт вопрос. Нет, шайтан ее мучает. Ее мучает шайтан. Итак, Малик бин Динар сказал, шайтан бежит от тени человека, который победил страсть земной жизни. Представьте, шайтан бежит от тени человека, от тени. Слушайте, братья и сестры, женатые именно. Хорошо, не женатых не говорим пока. Шайтан бежит от тени человека, который победил страсть. Страсть женщины, когда в семье, она хочет главенствовать в семье. Тогда зачем ты вышла замуж? Замуж зачем вышла? Ты же сказала, я буду замужем. Тогда привела бы себе мужа. Просто я эти телефонные звонки, чтобы воспитать некоторых своих слушателей, об этом говорю, баракаллаху фикум. И он говорит, Малик бин Динар, и он победил шайтана также, этот ученый. Шайтан бежит от тени человека, который победил страсть земной жизни. У нас есть халяльный путь. Страсть денег. Кто не желает денег и богатства? Все желают. И однако некоторые сделали из нее страсти, губительную страсть он сделал из него. Они мчатся за деньги. Ему без разницы, главное, чтобы это богатство было халяль или харам, все равно ему. Братьям и сестрам говорю я, побойтесь Аллаха, не берите в риба, лиху не берите, дома не берите, квартиры не берите, машины не берите, риба. Аллах объявляет войну вам. Тот, кто берет риба, валь-ияз билля, пусть Аллах оберегает нас от риба. Страсть к деньгам, богатству. Дальше. Женитьба. Женщины. Некоторые братья, Аллах же дозволил многоженство. Валлахи дозволил. Но там два условия. Ты не соблюдаешь два условия, да еще хочешь жениться. Соблюдай два условия. Баракаллаху фикум рассказывает очень много. Это Хильят аль-Улья называется книга, в этой книге приводится. Имам Хасан аль-Басри сказал такие стихотворения. Он сказал, бывает и разумного пленять страсть, то есть пленяет страсть, и с него срывается целомудренный покров, объятый страстью раб, но не победив. Ее он сам становится владыкой. Страсть к женщинам – одна из главных страстей, существующих в этом мире. Поэтому Всевышний Аллах упоминает о ней прежде остальных страстей. Эта страсть – великое искушение, оказывающее огромное влияние на отдельного человека и общество. Всевышний Аллах сказал, приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково приходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения. Сура Аль-Имрани приводится в 14 аяте. Усама ибн Зейд что сказал нам? Ради Аллаху ан, его отцом, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: не осталось после меня искушений вреднее для мужчин, чем женщины. Хадис Бухари, Муслим. Это пророчество. Пророк говорит, саллаллаху алейхи ва саллям, если женщина и мужчина не будут они праведными, что получается? Не осталось после меня искушений вреднее для мужчин, это для мужчин, чем женщина. Если эта женщина не будет праведная,
Что сказал нам Аллах о ней? «Инна кайдахунна азим». Поистине козни женщины велики, говорит. А козни шайтана, дьявола, когда женщина неправедная, когда женщина становится опаснее зверя, когда женщина становится опаснее зверя, она опаснее шайтана даже становится женщина. Когда она неправедная становится, неблагоразумная становится, непорядочной становится, нецеломудренной, когда становится, она должна от себя обезопасить людей. И женщина должна от себя обезопасить людей праведностью, покорностью Аллаху, Господу миров. Пророчество нам об этом говорит, сообщает. Не осталось после меня искушение вредоноснее для мужчин, чем женщины. А если праведная женщина, она праведная мать, она праведная жена, она праведная сестра, праведная дочь. Из-за нее, за этой дочери, если посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи вассалям, если воспитать праведных 2 дочерей, в другом версии сказано праведных 3 дочерей, 1 дочку, 2 сестер, если воспитать праведных, и выдать замуж за праведного человека, этому человеку будет рай, сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Вот такая женщина, можешь получить за праведность рай, а за неправедность можешь получить и ад. Если твоя сестра, или твоя дочка, или твоя жена, если праведная, как Хадиджа, как Аиша и другие женщины праведные, что они делали? Они меняли не просто одного человека. Это не просто одного человека. В трудности рядом, когда стала Хадиджа, ради Аллаху анха, все награды, которые пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Хадиджа, Аллах ей передает салам. Через Джибриля, алейхиссалам, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Джибриль, Аллах читает салам, говорит салам Хадиджи, передай салам. Вот такое дело женщины, если она праведная. Сам Господь миров приветствует женщину. А неправедная, когда она бывает, она опасная. Хуже шайтана, опаснее шайтана. Аллах сказал о шайтане. «Фаинна кайда шайтани кана даифа». Поистине козни шайтана являются слабыми. А козни женщины, которая неправедная, неправдивая, нечестная, нецеломудренная, неискренная, они опасные становятся. Они используют и народ, и род, и религию. Они закинут куда угодно. И религию, и род, и народ, и страну. Пример Европы, Франции. 100 лет была из-за одной женщины войны. 100 лет. Когда неправедный, я не говорю, не ругаю женщин. Я призываю женщин быть праведными сестрами, праведными матерями, праведными женами. И рассказывают примеры очень много между праведными и неправедными. Что делают, какую беду делают неправедные люди и какое благо приносят праведные люди. Неправедные что делают, праведные что делают. Праведная мать, мать пророка Иса, алейхиссалям, Марьям, праведная Ася. И рассказывать много, конечно, примеров. Поэтому ислам, Аллах призывает нас к праведности. Абу Саид Аль-Худри передает, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, говорил нам: остерегайтесь мира этого и остерегайтесь женщин, ибо поистине первым искушением израильтян были женщины. Опять, почему погибли, говорит, израильтяне? Гибель в чем? Гибель в чем именно? У них было разных видов гибели. Лишение религии. Они лишились единобожия ислама, покорности Господу миров. Они выдумали себе много чего. Выдуманную религию себе сделали. То есть пророки им приходили, пророки одно говорили. Что они делали? Пророка Яхью кто убил? Женщина, Закалым, израильтянка. То есть остерегайтесь мира этого. Пророчество нам говорит. И остерегайтесь женщин неправедных. О праведных не говорится. Пусть каждая женщина задумается, насколько она праведная, насколько она бережет свою искренность,
насколько она следует за праведными женщинами. Пусть подумает, пусть посмотрит, пусть сравнит себя, насколько она праведная. Мы не говорим о определенных женщинах. И дальше говорится: «Остерегайтесь женщин, ибо поистине первым искушением израильтян были женщины». Совращали. Сегодня, если посмотреть статистика, что говорит, самые грязные каналы кто имеет? Этот народ. Этот народ, который развращает людей. Эти люди имеют самые грязные каналы, самые врущие каналы, самые врущие медиа. Эти люди имеют. Кто их сделал так? Женщины. Мать воспитывает. Пророк Иса, алейхиссалам, не призывал к этому. Пророк Муса не призывал к этому. И разве Асия и мать Муса, алейхиссалам, воспитывала Мусу на этих порочных воспитаниях, на грязных воспитаниях? Нет, валлахи. Они были праведные, они были покорные Аллаху. А эти нечестивцы, неверующие, нечестивцы, или многобожники, или безбожники, разные у них есть. Они против действовали. Поэтому займись женщина, займись мать, займись сестра, займись дочь полезными. А самое полезное Коран и Сунна. То, что тебя приведет в рай. Тебя приведет в рай. Ты свое поколение приведешь в рай. Если ты будешь добиваться довольства Аллаха через Коран и Сунну искренне, ты приведешь свой народ в рай, свое общество в рай, свое государство в рай. Много чего лежит, получается, на женщине. Баракаллаху фикум. Думает, женщина слабая? Нет. Она слабая. Но в некоторых местах она не слабая. Она дома у себя в семье сильная. Она делает целое поколение. Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, поддержала Хадиджа и другие. Не будем дальше рассказывать, время у нас уходит. Причины возникновения запретной страсти, об этом мы будем говорить на будущем, иншаллах, на будущем уроке. Если у вас есть вопросы, спрашивайте.